О самых заметных событиях расскажем в программе «Итоги дня». В студии Юрий Осипов. Здравствуйте. Вначале коротко о главных темах к этому часу. Комитет Госдумы одобрил ко второму чтению законопроект о конфискации имущества за фейки об армии. По словам главы комитета, законопроект будут предлагать рассмотреть во втором чтении на пленарном заседании 31 января и в третьем чтении 1 февраля. В городе Докучаевск Донецкой Народной Республики начались восстановительные работы, которые как шеф региона выполняет Якутия. Ряд нововведений планируется внести в программу обязательного медицинского страхования в этом году, в их числе увеличение расходов на оказание всех видов медицинской помощи. Объявлен старт конкурса новых российских брендов «Знай наших». Участниками являются предприниматели, представители малого и среднего бизнеса со всех регионов страны. В Москве посетители выставки «Россия» познакомились с якутской культурой, песнями и танцами. На главной сцене ВДНХ у фонтана «Дружба» развернулась большая концертная программа. Центральная избирательная комиссия России зарегистрировала в качестве кандидата в президенты самовыдвиженца, действующего главу государства Владимира Путина. Он стал четвертым зарегистрированным кандидатом на выборах главы государства. Ранее ЦИК зарегистрировал представителей ЛДПР, Новые люди и КПРФ. Для Путина предстоящие выборы станут пятыми в политической карьере. До этого он четырежды избирался на пост главы государства в 2000 году, 2004, 2012 и 2018. Слоганом президентских выборов 2024 года станет фраза «Вместе мы сила, голосуем за Россию». Об этом сообщила председатель Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова. Совет Федерации назначил выборы президента России на 17 марта. Процедура впервые станет трехдневной и продлится с 15 по 17 число. Принимать заявки на досрочное голосование начнут 29 января и продолжат по 11 марта. Электронная процедура станет доступна в Москве и 29 регионах страны. Комитет Госдумы одобрил ко второму чтению законопроект о конфискации имущества за фейки об армии. По словам главы комитета, законопроект будут предлагать рассмотреть во втором чтении на пленарном заседании 31 января и в третьем чтении 1 февраля. Комитет Госдумы по госстроительству и законодательству рекомендовал Палате парламента принять во втором чтении законопроект, которым предлагается ввести в Уголовном кодексе России возможность конфискации имущества за фейки о российской армии и публичные призывы к осуществлению деятельности, направленной против безопасности государства. В городе Докучаевск Донецкой Народной Республики начались восстановительные работы, которые как шеф региона выполняет Якутия. На сегодняшний день обозначены все объекты, на которых будут вестись работы. Это и жилые дома, в которых в результате обстрелов ВСУ повреждены кровля и окна, и социальные объекты – школа, дворец культуры, больница и так далее. Кроме того, будут отремонтированы дороги в Докучаевске и поселках, входящих в городской округ. На этот год мы запланировали 53 дома. Это в основном, конечно, остекление, но есть и кровли по Еленовке в домах. Водоводы, потому что долгие годы и при Украине никто ничего не делал. Мы делали все, скажем так, хозспособом, где-то взяли трубу, что-то поменяли, то есть масштабных работ не производилось. Поэтому и водоводы будем ремонтировать, ну и инфраструктуру улучшать. И один из значимых объектов – это МФЦ, которая будет открыта в Еленовке для удобства обслуживания граждан, выдачи документов. Знаю по срокам губернатором Якутии Айсеном Сергеевичем поставлена задача открыть до апреля месяца. Айсен Николаев на планерном совещании поручил правительству скорректировать работу в связи с указом президента России Владимира Путина о статусе многодетных семей и мерах поддержки для них. Также обсуждались вопросы текущей социально-экономической ситуации в республике, задачи по исполнению федеральных и региональных программ. По словам главы Якутии, сейчас в промышленной отрасли, строительстве и транспорте республики работодатели заявляют об 11 тысячах вакансиях. Он отметил, что в средних специальных учебных заведениях республики работа по подготовке специалистов для этих отраслей ведется, но ее необходимо усиливать. Глава Якутии Айсен Николаев провел совещание с участием правительства по итогам финансово-хозяйственной деятельности компании «Колмар» за прошлый год.
Так, по предоставленной информации, в прошлом году общий объем добычи группы компаний «Колмар» составил 11,5 тонн. В этом году планируется увеличить объем до 13,5 миллионов тонн. Айсан Николаев поставил задачи, связанные с повышением экологической безопасности и с профилактикой травматизма на производстве. Руководство республики откликнулось, намечено мероприятия по решению этих проблем, в частности, по привлечению дополнительных сил на подрядные работы в Нерюнгринский район, на площадке строительной нашей компании. Откликнулась республика на наши просьбы относительно поддержки работы в направлении развития геологоразведки, выделения государственной поддержки. 28 декабря прошлого года председателем правительства Михаилом Мишустиным было подписано постановление о бесплатном оказании гражданам медицинской помощи на 2024 год. Документ делает медицинскую помощь более высокотехнологичной и доступной. Какие еще изменения ждут якутян, смотрите в следующем сюжете. Постановление правительства предусматривает множество изменений, в том числе финансирование в области обязательного медицинского страхования увеличится и составит 8 миллиардов 800 миллионов рублей, тем самым дойдя до отметки в 65 миллиардов рублей. В рамках постановления планируется введение нового формата телемедицины «Врач-пациент». Свою работу возобновят пациентские кабинеты для больных с сахарным диабетом и специализированные кабинеты для раннего выявления и лечения осложнения диабета. Ожидается усиление диспансерной работы с пациентами, имеющими заболевания сердечно-сосудистого, онкологического характера и сахарного диабета. Финансирование позволит нам в 2024 году ввести в строй очень большой объект. Это объект по онкологии. Вы знаете, что онкология одна из самых дорогостоящих видов медицинской помощи. И вот за последние 5 лет у нас постепенное увеличение финансирования привело к тому, что мы увеличили почти на 30% финансовое обеспечение этой помощи. Одним из главных пунктов в программе диспансеризации является включение проверки репродуктивного здоровья взрослых, а также снижение возраста первой консультации врача-гинеколога для девочек с 14 до 13 лет. Кроме этого, планируется введение тестирования на выявление антигена к гепатиту С и при необходимости проведение курса лечения дорогостоящими лекарствами в условиях дневного стационара. Медицинскую помощь в нашем дневном стационаре получают люди с хроническими заболеваниями. Чаще всего это сердечно-сосудистая патология, нервная патология, эндокринная, также болезни почек, печени, в том числе гепатиты хронические. В этом году по ОМС у нас нововведение – это лечение больных с хроническими вирусными гепатитами Б с дельта-агентами. Это терапия генно-инженерная. Относится к дорогостоящему лечению. С этого года в поликлиниках открываются кабинеты для медико-психологической помощи ветеранам боевых действий, женщинам во время беременности, родов и в послеродовой период. Помимо этого внедряется практика выдачи бесплатных лекарств для пациентов с хронической сердечной недостаточностью в рамках амбулаторной помощи и не имеющих инвалидности. Продолжается и реабилитация пациентов после серьезных травм. По плану мне надо походить дней 10 каждый день. То есть там, травма такая серьезная, и надо каждый день проходить эту процедуру. Сегодня мой первый день по назначению, по направлению. То есть я сегодня прошел магнитные процедуры. Все прошло очень хорошо. Все врачи отзывчивые и добрые. В системе скорой медицинской помощи ожидается оказание помощи без согласия пациента в случае угрозы его жизни. В 2024 году в перечне обязательного медицинского страхования появились новые методы лечения по профилям акушерства и гинекология, педиатрия и сердечно-сосудистая хирургия, офтальмология, травматология и ортопедия, урология. Вероника Таюрская, Виктор Дьячковский, Якутск. Заявки на предоставление субсидий для газификации домов начнут принимать от якутян с 1 февраля. Соответствующий приказ подписал первый заместитель министра промышленности и геологии республики Михаил Кириллин. Прием заявок осуществляет Агентство развития промышленного потенциала. Субсидии предоставляют из госбюджета Якутии на возмещение или обеспечение части затрат, связанных с газификацией жилого дома при переходе с централизованного отопления на индивидуальное газовое отопление.
Напомним, что правительство России в 2021 году по поручению президента начало внедрять соцгазификацию, которая предполагает постепенный рост уровня газификации в стране с 71% домовладений в 2020 году до 83% в 2030. Мероприятия в рамках 5 национальных проектов «Безопасные и качественные дороги», «Образование», «Демография», «Жилье и городская среда», «Культура», инициированных президентом России Владимиром Путиным, реализовали в столице республики на сумму 17,5 миллиардов рублей. По словам главы государства, предстоит уточнить национальные цели развития и расширить горизонт планирования до 2036 года. Также он отметил, что необходимо поставить задачи, определить целевые параметры развития, соответствующие возросшим возможностям и более высоким запросам общества. В Ленске торжественно заселили 2 многоэтажки. Счастливыми обладателями нового жилья стали 199 семей. Новоселы сразу после получения ключей отправились на осмотр своих квартир. Они поделились впечатлениями с нашими коллегами. Торжественное заселение дома по улице Нюйская, 3, корпус 1 состоялось накануне вечером. В этот день глава города вручил ключи от новых квартир 30 семьям. Среди счастливых новоселов и семья Брайфогель. Они получили двухкомнатную квартиру на 1-м этаже. Хотели, конечно, повыше, но согласились и с предложенным вариантом. Новое жилье понравилось, переезжать планируют уже на днях. Светло, тепло, уютная квартира, мне нравится. 2 комнаты, кухня, ванная с туалетом. Все нормально. Мне очень нравится эта квартира. У меня будет своя комната. Все очень хорошо. Переселение Андрея с женой Надеждой ждали несколько лет. В квартире, где проживали ранее, постоянно перемерзала канализация и давно прогнил пол. Новое жилье – настоящий подарок. До сих пор не верит своему счастью, признаются супруги. Еще одной счастливой новоселкой стала Анастасия Ким. Она получила квартиру на 9-м этаже. Девушка довольна, рассказала, что теперь будет наслаждаться вечерним видом из окна. Шикарный вид. Вечерами закаты красивые. Квартира двухкомнатная, очень тепло. Планировка меня устраивает, все понравилось. Александра Машукова пришла получить ключи от новой квартиры вместе с дочками. Очень переживала. Практически всю жизнь пенсионерка прожила в одной квартире. Переезд для нее – дело волнительное. Я прожила 53 года в деревяшке. Правда, около юности. Жалко. Ну, ничего, будем привыкать. Балкон есть. Все хорошо. Спасибо большое. Когда будете переезжать? Но уже дочки готовят меня. Во всех квартирах проведен косметический ремонт, обустроен санузел, установлены счетчики воды и электричества. В каждой квартире имеется электроплита. Вчера мы вручили порядка 30 ключей, сегодня 30, если не ошибаюсь, 7 ключей вручили. Сейчас по мере осмотра квартир участниками программы получения согласия от них на заселение мы будем организовывать такие вручения постоянно, пока не заселим полностью дом. С 2019 года и по данный момент новые квартиры получили 1800 семей. Компенсацию порядка 800. Кстати, она в этом году была проиндексирована до 97,5 тысяч рублей. А стоимость квадратного метра жилья в новостройке повысилась до 126 тысяч рублей. Надо сказать, что в 2025 году начнет действовать новый этап программы переселения. В него попали 18 аварийных домов, признанных таковыми с 2017 по 2021 год. На рассмотрении находится и вопрос расселения 2022 года, а это 49 домов микрорайона Северный. Светлана Балеева, Виталий Андреев, Ленск. Новый модульный спортивный зал площадью 776 квадратных метров открыли в Алданской гимназии. В церемонии открытия принял участие трехкратный чемпион мира по карате Киокусинкай, инициатор проекта Киокусинкай в школу Хаид Мантаев. Глава Алданского района Александр Шестопалов отметил, что объект возведен за счет единой президентской субсидии. Он будет использоваться для занятий физкультурой и дополнительного образования в области спорта во внеурочное время. Зал укомплектован всем необходимым оборудованием для занятий разными видами спорта. В новом спортивном зале будут реализовывать проект Киокусинкай в школу. Глава города Якутска представил отчет об итогах деятельности окружной администрации за прошлый год перед IT-сообществом. Республика уже долгое время делает упор на инновационные технологии. На сегодняшний день она является лидером по экспорту IT-продуктов, по выпуску фильмов и разработке игр. За последние 2 года на федеральном уровне поддержали ряд инициатив, связанных с развитием креативной индустрии в республике. Подробности далее. IT-отрасль республики за все время значительно преобразилась. Каждый год местные специалисты креативных направлений радуют нас своими разработками и творениями, которые получили признание на международном уровне.
Так Якутию признали самым креативным регионом страны. Для того, чтобы и дальше удерживать позицию, людей, заинтересовавшихся IT-направлениями, поддерживают. На территории республики функционирует непрерывная система подготовки детей и молодежи в этой сфере, а «Школа-21» бесплатно вас обучит новым востребованным профессиям. Очень хороший потенциал с точки зрения высокого человеческого уровня высокого человеческого капитала – это развитие креативной экономики, в частности, IT-направления, IT-предпринимательства. В этом есть хорошие успехи уже сейчас, и дальнейшее их стимулирование, поддержка будет давать очень хороший результат с точки зрения появления новых предприятий, субъектов малого и среднего предпринимательства, в первую очередь, новых рабочих мест и роста валового городского продукта. В перечень важных инициатив по развитию республики входит создание общероссийского проектного офиса, межведомственной структуры по содействию развитию индустрии внутри страны и курированию экспорта креативных продуктов за рубеж. Также среди них числится региональный стандарт развития творческих отраслей, разработанный по поручению президента России Владимира Путина. Целью документа является ускорение развития всего региона через усиление креативной экономики. Так, благодаря поддержке на территории республики было реализовано много интересных проектов. Мы, в общем, планируем большой многофункциональный комплекс, в котором будут павильоны для съемки фильмов, проведения мероприятий, форумов, которых площадок у нас прямо не хватает в городе Якутске. Также там будут студии для постпроизводства аудио и видеоконтента, кино, телевидения. И вот этот центр станет центром кинотехнологического производства прямо всего Дальнего Востока и Восточной Сибири. Якутия – единственный регион в стране, где системно готовят креативных специалистов, людей, которые продвигают товар как на местном, так и на всероссийском рынке. На территории республики действует программа «Глобальный бизнес», а с декабря 2020 года работает школа глобального бизнеса, цель которой – выпускать не менее 400 специалистов в области развития бизнеса и креативных индустрий. Предприниматель, он хорошо развивается, его компания растет, когда среди него есть соратники, которые прекрасно понимают, как работает предприниматель. Это сообщество людей, достигающее совместного успеха. Точка развития всех креативных индустрий – это формирование, как следствие, новых кадров, большое привлечение молодежи. И практически во всех направлениях появляются новые проекты, новые амбициозные проекты, в которых задействовано огромное количество молодых людей, самых талантливых, самых перспективных в нашей республике. В части инфраструктуры важными объектами стали квартал труда, первая в стране территория опережающего развития, парк будущих поколений, сочетающий функции общественного парка и образовательного центра, и IT-парк. За прошлый год они создали более 800 рабочих мест. Общая выручка составила порядка 2,5 миллиардов рублей, с которых республика получает налоги, которые пойдут на ее дальнейшее развитие. Марина Захарова, Григорий Охлопков, Якутск. Представители малого и среднего бизнеса Якутии примут участие в конкурсе новых российских брендов «Знай наших». Конкурс организован по поручению президента России Владимира Путина, Агентством стратегических инициатив и Фондом Росконгресс. Подробнее в следующем сюжете. Представлять Якутию на конкурсе «Знай наших» будут 11 резидентов IT-парка и технопарка. В этом году в конкурсе представлено 5 основных направлений – продукты питания, потребительские товары, креатив, высокие и информационные технологии. Проекты наших резидентов, они всегда интересны и актуальны, решают основные задачи, и очень даже смелые идеи бывают. Конечно же, вспомним такие хорошие бренды, как Хатутент, это производство морозостойких изделий, и также компания Терех и Сахачай продвигают свои вкусные продукты. Ну и наши замечательные проекты по IT-направлению, информационным технологиям, будь то компания Сайберия, Ритейли и многие другие. Пожелаем нашим участникам, нашим резидентам удачи и победы в конкурсе. Уникальный проект с технологиями искусственного интеллекта медицинского назначения на конкурсе представит компания «Сайберия». Их разработка помогает повседневной рутине врачей-рентгенологов, в том числе при постановке диагноза. Считаем, что такие проекты, как наши, они дают достаточно серьезный вклад в общее социальное развитие, научное развитие и в целом развитие таких систем, таких структур, как здравоохранение.
Это считается, даже не считается, а является основным направлением развития вообще в целом общества и страны. Якутские мастера, фермеры и крупные местные производители расположились на якутской онлайн-платформе. Именно с этим проектом сервис ЕКТ-Экспресс примет участие в конкурсе. Это мобильное приложение для заказа и доставки местной продукции. На данный момент в нем более 50 магазинов. Как вы все знаете, буквально недавно у нас возникли проблемы с главными социальными площадками. И мы поняли, как мы уязвимы. А ведь не у всех магазинов есть собственные сайты. Поэтому наше мобильное приложение будет всегда под рукой. Наша миссия – это объединение местных товаропроизводителей и продвижение якутских брендов. Первый конкурс состоялся в 2023 году. Тогда он привлек порядка 5000 компаний со всех уголков России. Конкурс помогает достигать стратегические национальные цели, которые поставил Владимир Путин. Даяна Федорова, Григорий Хлопков, Якутск. На программу субсидирования авиабилетов для жителей арктических районов из госбюджета республики направят 625 миллионов рублей. Субсидированные билеты продают для жителей с пропиской в арктических районах Якутии. Отмечается, что для них были сняты возрастные ограничения и установлен круглогодичный период. В настоящее время квота составляет 9-10 мест. Министерство транспорта подготовило соответствующие бюджетные заявки для рассмотрения правительственной комиссии по бюджетным проектировкам. В Москве посетители выставки «Россия» познакомились с якутской культурой, песнями и танцами. На главной сцене ВДНХ у фонтана «Дружба» развернулась большая концертная программа. Атмосферой вечера делится моя коллега Айсена Бурнашова. Чарующие звуки хомуса. Золотые голоса Якутии. Зажигательные северные танцы. Концерт словно погружение в культуру Якутии. Для этого в Москву из республики специально приехали два ансамбля – Эннекен и Гулун. Живое исполнение, сами поем. В общем, интересно. Вот именно имитация, показываем, как же на севере красиво издаются звуки, когда северное сияние и, в общем, движение тоже оттуда. Перед такими ритмами зрители не устояли. Многие сами пустились в пляс. От такой музыки, да. Здорово, так весело. Мне очень нравится. Подпевали сегодня и под песню «Русский танк Алеша», посвященный подвигу его экипажа. На сцену вышли герои России Филипп Евсеев и Александр Леваков. Поднять просто-напросто патриотизм у нас. Чтобы люди знали, что да, есть такие люди, которые стоят на страже Родины, которые выполняют свои обязанности. Даже в мирной обстановке пытаться свои обязанности, которые выполняют, и все будет хорошо. Концерт прошел в рамках Дня Дальнего Востока и Арктики на выставке «Россия». Собрал сотни зрителей. Москвичи еще долго не отпускали артистов со сцены, осыпали аплодисментами. И, кажется, овации здесь говорят сами за себя. Айсена Бурнашова, Виктор Олесов, Москва. В Якутии выберут лучший видеоролик о туристическом потенциале республики. Агентство развития туризма в Якутии впервые проводит конкурс видеороликов «Тайны якутских просторов» в рамках молодежного фестиваля «Мусу Стар». По информации организаторов, конкурс поможет продвижению туристского, культурного и природного потенциала районов Якутии, привлечению жителей России к республике, ее природе и истории. На данный момент прием заявок уже сформирован. По результатам модерации 41 участник прошли отбор из 27 улусов. В эти выходные в алмазной столице состоялось открытие первой персональной выставки работ художественной резьбы по дереву Марии Захаровой, получившая название «Символы счастья». Подробности в следующем материале. Художественная ювелирная резьба по дереву – достаточно редкий вид деятельности. Освоить такой сложный вид искусства способен далеко не каждый человек. Но для Марии Захаровой это удалось освоить профессионально. Мне сегодня очень волнительно, так как это моя персональная выставка, первая. Здесь представлены одни из первых работ и новые работы. Последние 2 года я занимаюсь традиционной посудой, и они тоже представлены. Сначала я начинала с картин, барельефа. Училась я у Бексова Вячеслава Ивановича.
Сначала дерево меня не вдохновляло. Я ходила чисто, чтобы узнать, что это такое. Потом, уже после первой выставки учеников Вячеслава Ивановича, вырезала орла. После этого орла уже влюбилась в дерево. За плечами хрупкой женщины множество побед на республиканских конкурсах. Но прежде всего Мария творит для души. Это одна из первых работ, получается, китайские полубоги. После них я перешла уже к своей традиции, это вырезание олонхо. Идея самого триптиха пришла после чтения книги Петра Игнатьевича Олонхо, это «Куланкыртый бухатыр», где Нюркуянако, первая картина, сидит на нижнем мире, потом идет у нас богатырь, драка с нижним миром. Чтобы передать эмоции, Марии пришлось пропустить через себя каждого героя картин, а саму трилогию автор создала 3 месяца. План у каждого мастера – это участие на выставках. Впереди у нас Якутия мастеровая, Исэх Олонхо. И с прошлого года участвую на международном фестивале «Праздник топора». В этом году у нас будет юбилейный год празднования праздника топора. И хотелось бы туда тоже поездить, поучаствовать. Для многих резьба по дереву отдушина, занятие, которое помогает отвлечься от повседневных будней. И начинается все с азбуки геометрической резьбы. Мария же, кроме того, что она сама создает красоту, этому мастерству обучает и каждого желающего жителя, вне зависимости от возраста. И, что немаловажно, совершенно бесплатно. Анна Васильева, Мирный. Такими наши корреспонденты увидели уходящий день. Я с вами прощаюсь. Оставайтесь на нашем канале.